Еще раз доброе утро всем, кто встречает этот день вместе с нами. Я вам рада представить нашу сегодняшнюю гостью. Итак, замдиректор по учебно-воспитательной работе гимназии Марем города Магаз Радимхан Талдиева. Доброе утро. Доброе утро. Радимхан, я напомню всем нам, что сегодня мы отмечаем Международный день родного языка. А наш язык, он среди исчезающих языков. Скажите, пожалуйста, что мы можем сделать для того, чтобы сохранить наш родной язык? И каким образом вы отмечаете сегодняшний день в школе? Да, Фатима, как ни печально, 21 февраля 1999 года ЮНЕСКО на своей генеральной конференции объявила Днем родного языка, международного родного языка. В этот атлас и вошел наш ингушский язык, 49 языков Российской Федерации как вымирающий язык. Я думаю, нам нужно на это обратить внимание. Мы отмечаем и волнуемся за свой язык. Это не просто вот такие вот слова. Язык, язык – это не такие уж громкие слова, душа нации. Это действительно душа нации. Это если не будет языка, не будет и народа, не будет этноса. И в школах, и в нашей республике. И уже давно у нас уделяется большое внимание в середине года, учебного года. В феврале проходит декада, посвященная ингушскому языку и ингушской литературе. И 21 февраля – это особенный день для такого маленького народа, как наш. Чтобы язык выжил, это нужно, чтобы по меньшей мере 100 тысяч человек не просто говорили на этом языке, но и писали, и читали. И я думаю, у нас это получится, если мы и в школах, и в семье, и такое должное внимание, вот как сейчас уделяется в республике, если мы будем уделять своему языку. Язык – это ж не просто набор слов, набор звуков. Язык – это то, что мы получаем вместе с матерью, как национальность наша. Это то, что питает человека. Это наша культура, история наша. Это то, что нам дает связь с нашими предками. Наверное, и откуда-то эта и связь с предками, то, что придает нам силу, это тоже связано с нашим языком. А язык каждого народа, он самобытен. Это очень хорошо, что сейчас 6 тысяч живых языков, может быть и более, есть на земле. Это большое наследие. Чтобы язык жил, язык развивался, я думаю, нам нужно только говорить на своем языке. Согласна с вами. А вы, как человек, который еще и преподает родной язык в школе, скажите, наблюдая за детьми, они говорят в основном на родном языке или на русском? Нет. Должна признать, отметить должна я сейчас. Сейчас меньше стали дети говорить на своем родном языке. Как бы там мы не хотели, не говорили. Конечно, это и СМИ, это и интернет, это и наши передачи. Это то, что они читают, это все, начиная с детства, они слышат и говорят на русском языке. В основном наша молодежь, наши дети тоже говорят на русском языке. Если бы дома с ними больше говорили бы на своем родном языке, они бы и в школе, и между собой общались, я думаю. Но я не вижу, чтобы дети между собой общались на родном языке. Уроки родного языка. Конечно, на уроках мы, учителя, требуем, стараемся пробудить интерес к своему языку, уважение к своему языку. На уроках они и читают, и разговаривают. А так между собой наша молодежь, подрастающее поколение общается на русском языке.
Ну, да, это печально, но, как вы уже говорили, да, язык нам дается как национальность, да, от матери. И вот когда в школах проводятся мероприятия, вот опять-таки Международный день родного языка, вот как они готовятся к этим мероприятиям, вот говорят же, что нужно это пробудить, это глубоко нас. То есть язык то же самое. Вот как они готовятся к мероприятиям? Дети участвуют, принимают участие, читают. И родители помогают к мероприятиям, вот, к открытым урокам. Вот сейчас у нас проходит декада, это и открытые уроки, внеклассные мероприятия, это конкурс сочинений, рисунков, конкурс других вот, исследовательских работ. В этом участвуют. Но все равно-то язык, он жив, пока на нем говорят, пока на нем думают. Даже в семье, если родители, дедушки, бабушки общаются на родном языке, а с детьми-то они разговаривают на русском языке. И ребенок постепенно перестает не только общаться, но и думать на родном языке. А родной язык – это язык, на котором ты думаешь. Сначала же нужно подумать, даже нужно сформировать свою мысль. Только сформированная мысль – это и есть правильная речь. И знание языка, любовь и уважение к своему языку – это прежде всего семья, потом школа, потом школа. Вот уроки родного языка – это не просто вот мы на этих уроках учим читать, писать, мы учим, мы воспитываем личность, мы воспитываем уважение к своим традициям, к укладу жизни, к своей истории. Мы не просто учителя родных языков, мы не просто вот отдаем им себя, но и частицу. Только любя то, что ты делаешь, только уважая и переживая за будущее своего народа, можно воспитать уважение к своему языку, к своей культуре и воспитать полноценную личность. Вот вы сказали, что школы, да, вообще детей обучают в первую очередь, это семья. А раньше дедушки, бабушки, они всегда разговаривали с внуками или внучкой, да, там, объясняя какие-то поговорки, пословицы. Почему сейчас так не происходит? Вы знаете, Фатима, это, конечно, большой вопрос и останется вопросом. Я, наверное, не смогу на этот вопрос сейчас ответить, но действительно так и было. Моя бабушка, она знала очень много сказок, она в школу не ходила, писать, читать не умела, но с детства вложила в меня это отношение к нашим традициям через сказания, через сказки. А сейчас вот современные дети лишены этого института бабушек и дедушек, где бабушки исполняли песни, где рассказывали сказки, где они рассказывали о разных приметах, где они воспитывали своих внуков и внучек вот таким вот традициям, адатам. Все это через нашу устное народное творчество от дедушек и бабушек мы слышали. И в последнее время интернет, мультики заменили нашим детям рассказы бабушек и дедушек. И колыбельные песни, наверное, никто сейчас и не поет. Да, к сожалению, так и есть. Но сейчас я бы хотела снова попросить вас обратиться ко всем нашим телезрителям. В Международный день родного языка, я знаю, вам есть что сказать. Хочется сказать, что если язык – это душа народа, действительно так и есть, пусть наша душа не угасает. А для того, чтобы наш язык жил, нужно не только вот в школе вот учить на уроках родного языка, но нужно, хотелось бы, чтобы наш ингушский язык стал еще и административным языком, как записано в Конституции, вторым государственным языком. Ну что ж, спасибо вам, что пришли к нам в гости. Плодотворной работы и хорошего дня. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был замдиректора по учебно-воспитательной работе гимназии Марем города Магаз Радимхан Талдиева. Мы продолжаем наш эфир. Оставайтесь с нами.